коллеги, в таком формате мы встречаемся впервые. Я рад вас всех приветствовать. У нас первый вопрос об эпидемиологической обстановке в Республике Абхазия, мерах по противодействию коронавирусной инфекции, по этапному снятию ограничительных мер. Докладывает министр здравоохранения Цахнакин. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией нами было создано 530 койко-мест. Это по всем учреждениям республики с учетом главного ковидного центра, который был создан на базе Гудаутской центральной районной больницы. Из 500-300 койко-мест палат интенсивной терапии и реанимации у нас на сегодняшний день 52. Кроме того, сейчас в инфекционной больнице города Сухум идет активно ремонт еще одной палаты реанимации, где у нас будет возможность разместить до 8 тяжело больных пациентов. Таким образом, у нас в ближайшее время будет 60 койко-мест. Это только в отделении реанимации. Кислородных точек, то есть подвод медицинского кислорода в палатах 205, из них 132 точки кислородные созданы на базе Гудаутского ковидного центра. Приобретено и передано в лечебные учреждения к концу декабря 3 рентгенаппарата портативных цифровых для диагностики заболеваний органов грудной полости, а также дыхательные аппараты. За весь период было приобретено за счет бюджета 21 дыхательных аппаратов, в декабре 5 дыхательных аппаратов. Буквально на днях мы получили еще 5 дыхательных аппаратов, это в рамках бюджета по борьбе с ковидом, и 4 аппарата искусственной вентиляции легких, это в рамках инвестпрограммы для обеспечения Тхорчальской центральной районной больницы. Но эти аппараты, безусловно, будут использованы и в данном случае по назначению. Таким образом, всего ИВЛ-аппаратов у нас на сегодняшний день 82 единицы. Кроме того, кислородные концентраторы, пульсоксиметры и так далее, и так далее. Все необходимое оборудование, которое было приобретено за счет бюджета, как вы знаете, на это было направлено более 257 миллионов рублей, а также в рамках оказания Республики Абхазия гуманитарной помощи со стороны абхазской, московской диаспоры, турецкой абхазской диаспоры, международных организаций. За весь период впервые в Республику Абхазия неоднократно посещала делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые оказывали предметную помощь, в том числе средствами индивидуальной защиты, другими необходимыми реагентами для лабораторий. И, безусловно, это наши коллеги из Роспотребнадзора. Кстати говоря, сотрудники Роспотребнадзора, Ставропольского противочумного института, с которым мы заключили договор, с участием экспертов ВОЗ, была произведена инсталляция оборудования для ПЦР-диагностики и дана высокая оценка качеству проводимых исследований, ее достоверности, так как она проходила внешний контроль качества, и, соответственно, подготовка специалистов, в том числе организация оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях, которая шла непосредственно при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, их экспертов, оперативного штаба Минздрава России, руководства ряда медицинских академий, федеральных клинических центров, которые оказывали и оказывают нам организационно-методическую помощь, а также направляя к нам бригады, сводные бригады
врачей разных специальностей, которые на протяжении более 6 месяцев несли службу в ковидном Гудаутском центре, в частности в отделении реанимации. В ковидном Гудаутском центре создано 240 койко-мест. Кроме того, там был построен диагностический корпус, где установлен компьютерный томограф, приобретенный за счет организации движения, вернее, мы вместе, наших бизнесменов, которые оказали нам огромную поддержку на начальных этапах развития ЭПИД-процесса, в том числе приобретением данного компьютерного томографа, стоимость которого около 15 миллионов рублей. Кроме того, распоряжением президента и премьер-министра мы произвели централизацию, то есть централизованную подачу кислорода в инфекционном корпусе Гудаутской больницы. Сегодня там завершается работа по 2-му этажу. Кроме того, приобретен компрессор для подключения дыхательных аппаратов, так как абхазская турецкая диаспора передала нам в дар 10 дыхательных аппаратов, которые необходимо подключить только с помощью компрессора. Эти 10 аппаратов будут плюс к 82. Кроме того, произведена централизация основного корпуса Гудаутской больницы. Проведены газовые подводки, сегодня практически там 132 точки в каждой палате. Установлены временно кислородные рампы, и к середине текущего месяца будут доставлены цистерны объемом в 12 тонн, где будет находиться жидкий кислород. Таким образом, он будет подключен ко всему корпусу больницы, и не будет необходимости перевозить кислородные баллоны из кислородной станции, как сейчас это происходит. Все будет организовано на месте. Гудаутской больнице переданы за весь период работы Центра лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования на сумму более 105 миллионов рублей. В инфекционной больнице города Сухум создано 35 койко-мест, это ковидное отделение. На данный момент там 4 палаты интенсивной терапии, как я сказал, по окончании ремонта еще 8 койко-мест будет обеспечено для того, чтобы проводить интенсивную реанимацию. Им, инфекционной больнице, передано лекарственных препаратов и всего необходимого на сумму более 5 миллионов рублей. В центральной районной больнице Гагарского района у нас созданы 35 стационарных коек и 18 обсервационных коек. Но за весь период по Гагарской больнице поступило 377 человек, выписано 342 человека. Необходимое оборудование и расходный материал на сегодняшний день у них есть, но мы их будем далее обеспечивать. И передано всего на сумму более 6 миллионов рублей. По Творчальскому району 15 койко-мест созданы, все они заняты стационарно, 226 человек пролечено, выписано 182. Передано лекарственных препаратов, оборудование на сумму более 5 миллионов рублей. В ЦРБ Ачамчирского района созданы 25 коек, это я подчеркиваю, потому что все это было после заседания координационного штаба. В соответствии с вашим распоряжением мы открыли дополнительные койки по всем учреждениям, где проходят больные легкой и средней степени тяжести, для того, чтобы в Гудаутской больнице сконцентрировать только тяжело больных и больных средней степени тяжести. По состоянию на 1 февраля в мобильном госпитале прошли лечение 476 человек, из них выписано 400 человек. На сегодняшний день лечение проходит 43 пациента.
Ну, мы также оказывали помощь этому госпиталю в виде лекарственных препаратов прежде всего, и средств индивидуальной защиты, и других необходимых расходников. Обеспечили их на сумму более 1,5 миллиона рублей. Таким образом, в республике организованы инфекционные койки, 530 коек, как я сказал. Поступило всего 2844 человека, выписано 2460 человек, проходит лечение на сегодняшний день 233 пациента, скончались 155. Это госпитальная летальность. В лечении пациентов задействовано в сутки до 370 наших медицинских работников. У меня к вам несколько вопросов. Назовите несколько наиболее острых проблем, связанных с работой по противодействию пандемии. Назовите эти проблемы и что вы намерены делать, или что мы вместе должны сделать. Первый, самый главный вопрос – это кадровый вопрос. Вот у нас здесь есть определенные проблемы, но тем не менее в рамках целевой ведомственной программы у нас завершает обучение в клинической ординатуре несколько наших специалистов. Вот именно по специальности реаниматология, инфекционные болезни. Это 4 человека. Когда они к нам вернутся? Они вернутся по окончании ординатуры, но это будет не раньше июня месяца, май-июнь. Наши договоренности, в соответствии с которыми к нам приезжали бригады врачей с Российской Федерации, как с этим обстоит дело? После отъезда последней бригады 22 декабря, соответственно, мы вновь обратились к министерству и лично министру. Мы знаем, что это письмо находится у него на рассмотрении, но пока решения никакого не принято по этому вопросу. Проблема с их слов заключается в том, что в России в этот период, в декабре, в начале января, был значительный всплеск заболевания, огромное количество пациентов, и у них тоже есть дефицит кадров. И поэтому они как-то пока воздержались. Но я думаю, что этот вопрос будет все-таки решен. Вы сказали, что у них всплеск в декабре, у наших соседей в январе. До конца недели вы узнаете, какие перспективы для решения данной проблемы. Если на вашем уровне вопрос не будет решен, а будет подключаться правительство или я, в понедельник проинформируйте о том, как обстоят дела с этой проблемой. Как обстоят дела с ежемесячными доплатами врачам ковид-центра. Мы выполняем обязательства, которые перед собой взяли, или нет? Все обязательства по 2020 году выполнены, Аслан Георгиевич. Сейчас подготавливается заявка, расчеты за январь месяц. Это по надбавкам. Какая сумма денег была выделена на доплату врачам за прошлый год? Ежемесячно это более 3,5 миллионов рублей. Что у нас с военным госпиталем Министерства обороны Российской Федерации? Когда заканчивается срок их пребывания, и есть ли у нас возможность продлить? И что мы сделали для того, чтобы продлить? Буквально на днях поступило указание о снятии мобильного госпиталя каким-то образом, что мы лишались выходить на Министерство обороны, на руководство, как это вы сделали в прошлый раз, просить, если этого не будет достаточно, будем подключаться мы. Договорились? В пятницу доложите. У вас срок до пятницы. Тамаз Гурманович, вот по поводу обеспечения лекарственными препаратами. Не скажу, что это носит массовый характер, но достаточно часто поступают жалобы о том, что некоторых препаратов не хватает, а по некоторым препаратам якобы имеют место злоупотребление. Попытка некоторых нечистоплотных работников на этом нагреть руки. Скажу так, вам надо посмотреть внимательно, как дела обстоят в этом направлении и взаимодействовать с Министерством внутренних дел. Наверное, вот такого рода жалобы, они имеют основания под собой. Надо бы эту информацию проверить, хорошо? И в этом ключе никого жалеть не надо. Министр внутренних дел, у вас там подразделение есть, надо будет посмотреть, как вообще у нас
поставлена работа с обеспечением лекарственными препаратами. По какой цене происходит закуп этих препаратов, по какой цене они реализуются, насколько поставлена правильная работа по распределению гуманитарной помощи. И еще один вопрос по вакцинации. А если нам помогут, мы готовы все это освоить, в сроки реализовать и так далее, там проблем не будет? Нет, проблем не будет, но мы, единственное, конечно, это все, вакцинация будет добровольной, так же, как и вакцинация против гриппа, которую мы провели в этом году. Кстати, хотел подчеркнуть, было закуплено за счет бюджета 17 тысяч доз противогриппозной вакцины. И порядка 13 тысяч мы уже использовали. То есть у нас хорошая такая профилактика сезонного гриппа, которую мы ожидаем вот в феврале-марте. Что касается противоковидной вакцины, то, конечно, скажу так, и в Минздрав обращаются граждане с вопросом, когда такая возможность будет. То есть желающие есть. Проблем с хранением, с применением не будет. Картина, которую показывают цифры статистического учета по выявлению заболевших и носителей COVID-19, четко вырисовывает необходимость и далее соблюдения мер безопасности от новой коронавирусной инфекции. В Республике Абхазия даже после одного 14-дневного периода уже видно резкое снижение и обращение пациентов в лечебные учреждения, и среди них по лабораторному обследованию явно прослеживается снижение цифр заболевших COVID-19. Так, после ужесточения распоряжением президента Республики Абхазия от 12 января 2021 года мер ограничительного характера уже с 24 января, а стабильно с 28 января цифры по регистрации снизились в 3 раза. Выявление новой коронавирусной инфекции на протяжении последней недели остается на уровне суточного выявления до 50 человек в сутки. При ранее 150-160 человек. Достигнутый результат требует закрепления. После 28-дневного периода закрепления тенденции снижения новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия появится возможность выхода из кризисных ситуаций по нашим основным направлениям в образовании, культуре, экономике. Все усилия здравоохранения будут нацелены на выздоровление тяжелых больных. Уже сегодня эпидемиологическая обстановка в Абхазии позволяет рекомендовать продолжить проведение ограничительных мероприятий с определенными послаблениями, соблюдение которых в благополучном развитии эпидситуации может позволить, даже оставив только необходимые ограничения, снизить заболеваемость до единичных цифр. Дважды в Республике Абхазия мы наблюдали положительные результаты от введения ограничений. И только взвешенные и обоснованные послабления карантинных ограничений в зависимости от объективных медицинских и эпидемиологических показателей позволят безопасно и комфортно возвращаться к нормальной экономической и социальной жизни. Появится возможность рекомендовать ряду министерств и ведомств приступить к подготовке и запуску, функционированию приоритетных направлений. Мы можем говорить о планомерных послабляющих мероприятиях уже сегодня. И я надеюсь, Аслан Георгиевич, вы учтете наши рекомендации в отношении и детского населения Республики Абхазия. Есть возможность к возобновлению функционирования детских дошкольных учреждений Республики Абхазия, а также к постепенному, точечному запуску школьных учреждений. Однако нам предстоит сначала подготовительный этап, который должен включать четкое распределение детей по классам, ограничительный количественный состав до 20 детей в любой возрастной группе, сбор информации по количеству педагогов с антителами COVID-19, то есть о количестве переболевших, а также учесть проведенные кадровые перестановки по детским учреждениям образовательного уровня, то есть процентный состав возрастных преподавателей в начальной школе. Только эти мероприятия позволят в республике не раскачивать карантинные качели, а снижать и через некоторое время вновь вводить ограничительные мероприятия
что крайне отрицательно сказывается не только на благосостоянии граждан, но и изнуряет их и физически, и морально. В плане послаблений поподробнее, пожалуйста, ваши рекомендации. Потому как сохранение учебного года, проблема образования с учетом пандемии – это то, что серьезным образом волнует нашу общественность. И здесь мы попытаемся учесть рекомендации вашей службы и пожелания школьников, учащихся и их родителей. Вместе с министром образования и языковой политики оговаривали эти все мероприятия, которые должны предшествовать послаблению мер ограничительного характера. Уже даны какие-то рекомендации, есть разработки, есть наработки, и там очень много пунктов, которые будут решены в рабочем порядке. По итогам вашей встречи и с министром образования, и с теми руководителями, которые будут обеспечивать реализацию ограничительных мер, единое понимание есть, единые подходы выработаны? Да, конечно, возложена персональная ответственность на тех руководителей, которые будут возглавлять эти детские учреждения. Хотел обратить ваше внимание обязательно, чтобы руководители районов и городов в этой работе были задействованы, потому что они будут тоже нести определенную ответственность за это. Считаю, что в Республике Абхазия можно приступить уже сейчас, на данном этапе, к разработке послаблений, особенно, как вами озвучено, в приоритетных направлениях. Да, гугует, ацарашукс, ацахцотха, ария хастава зашуксаза. Иге илахкаует уюзета глаза шихаурцаза, зиге хацну қароп, ахакимцу ябжерга запхараха, убрёб и ходына царей кулыха. Яхтахук и хезы, яхаму школка, фи инви вёх, инкаратум налацана, интернатку налацана, ахучбахчука юнивя, ахучка юви анызг, ацарахирцо, пшнызг, арцевича усахирва, аусура ялагарц. Уезы имя пахагет, ей выпшим аус мебгатка. Ирзахшит районка, ятаха зиги-зиги, антисептик, уха, ашора фягавка, гунткара дарак, ацхара раду, анацот и вдрует. Яхин залшо зимми пахгет, латпара датви система ала, ацара процесс. Интернета харху карала, излшоз алет, аха, яхбот алсфяхео. И сочина хахопшует и шим япус обрюза урокка хацклапшует а процесс баша амтамрамгарцезе амтаранчумдзерцезе хочка. Яхшет ацарашуп саналагоз ашхва зигирисхаша вебиш низк цира. Хазахьёб зкиюш цира ашкол формака ашаразе ахочка хабстагала заашего деюз тагала заашего фюро бригях буито. Халагита усора анткарат абсухенкарат университете харе. Яхаб уже ашколка усора ялагар харцвича ачим жича алар зукраду зугубзеру уширо гуито пачарат шурала рыбсахара уюза гвахвера алшар алар хазыбшуп абсухенкарат университетанге. Яхаб уже ацарашуп халагар хаким хадайшил хазала. Этапла халагар гуито. Рабхадза ауса харует ашкол фи юниви вюк ацвичахто и хамко. Уяштах юмчиб жириштах яхбар тагла зашаты финпаланы алар агирта школка гиусура яцерцерса за зинрахту. Ахуч бахчако хахишил хазепша хаким хада вагия тагла заши марьядза. Яхдырует губ цепхадза дара зиратшоп хучка хто. Уги ишишана губ-гупла хинзалшо маю сменок мам чибжик бжих нам чибжик аус ацахцарс хуито. Алап хада хкуба парака рынок зерашхучик проблема косферцер. Уги лахкавы. Ахайбзин шез хуцна юхыз харама зам шоп шизбо этик шайс хуцна хаким сушнарасовина шалагар яша хутхус куянаго. Абризики ес шлумхау, абризики хлопшва, абри якунаго ах шома, напызлар джома, ашора шага парома, абризики ечкане азару кусами,
амцҳара амларо ари иҭахуп ахаҵгылара, абри иҭахуп аџьабаабара. Абри зегьы уара узхагылоу амаҵура шәара шәоуп изтәхо аиҳарак, нас убри рыдхот араионқәеи ақалақьқәа рхадара. Абас шәахыр еибыҭаны аус шәуроуп. Иҳадаҳкылаз аԥҟара нагӡазароуп. Вопрос сохранения учебного года, он, безусловно, важен. Мы в полной мере даем себе отчет, насколько по этому поводу переживают родители, сами учителя. Многие готовятся к этому несколько лет, вступительные экзамены, люди, которые хотят получить дальше образование. Конечно, эта проблема вносит коррективы, но мы вот услышали то, о чем говорят отраслевые министры, эти проблемы будем решать. Пользуясь случаем, обращаюсь к нашим гражданам. Здоровье – это все-таки приоритет номер один. Поэтому те рекомендации, которые будут высказаны, те рекомендации, которые будут выработаны, просил бы, чтобы родители помогли нам в их соблюдении. Это очень важно. Мы можем получить хороший результат, работая вместе и сообща над этой проблемой. Завершая обсуждение первого блока вопросов, на этой неделе вы проводите совещание, о котором мы сказали, потом проводите заседание координационного штаба по противодействию ковиду, и к 10 числу мы уже имеем проект указа и указ, который будет реализован. Итог обсуждения сводится к этим мероприятиям. Следующий вопрос об исполнении государственного бюджета Республики Абхазия за 2020 год. Мерах господдержки малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии. Основной докладчик, временно исполняющий обязанности премьер-министра Деуба. Распространение коронавирусной инфекции в нашей стране, по сути, затронуло все сферы жизни и, несомненно, не могла не затронуть исполнение бюджета. Исполнение бюджета прошлого года происходило в достаточно сложных социально-экономических условиях. Фактические параметры бюджета из квартала в квартал значительно менялись. Еще в апреле месяце 2020 года была дана оценка о возможном выпадении доходов государственного бюджета, которое на тот момент оценивалось порядка 2 миллиардов рублей к концу года. Ну, несомненно, такие тревожные тенденции могли бы привести к масштабному бюджетному шоку в нашей стране, к существенному разбалансированности бюджета, ну и как следствие к образованию внутреннего государственного долга. Учитывая эти обстоятельства в этот кризисный момент, как известно, президентом Республики Абхазия было принято специальное решение о мерах по стабилизации бюджетной системы, в котором было поручено правительству определить приоритетность бюджетных расходов, установив, соответственно, меры по увеличению администрирования, по повышению эффективности администрирования доходов в бюджетную систему. С учетом этих обстоятельств уже на основе реализации положений президента и принятых решений правительства начал исполняться бюджет в соответствии с приоритетными направлениями расходования бюджетных средств. И к итогу 2020 года прогнозные показатели выпадения доходов в 2 миллиарда рублей, как я сказал выше, сократились на 1 миллиард 300 миллионов рублей. И так я могу констатировать, что итоги исполнения бюджета нашей страны 2020 года составили по доходам 9 миллиардов 300 миллионов рублей, что составляет 93% от прогнозных значений. 2020 год характеризовался исключительно из соображений, что мы в этих условиях должны жить на свои средства. Учитывая поступление в бюджетную систему, расходы осуществлялись в приоритетном порядке, среди которых, несомненно, на первое место выходило в соответствии с задачами, поставленными в республике президентом и премьер-министром, соответственно, решениями президента и постановлениями Кабинета министров, это
меры по защите здоровья населения от коронавирусной инфекции и предотвращения распространения ее на территории Абхазии. Своевременная и полная выплата заработной платы, обеспечение финансовых обязательств международного значения, финансовое обеспечение правоохранительной системы и обороноспособности страны. Приоритетные направления бюджетных расходов двигались именно в таком порядке, в котором я сейчас озвучил. В 2020 году в соответствии с соглашением между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о поэтапном повышении заработной платы была повышена отдельным категориям работников бюджетной сферы, исключительно социальной, объем которых достиг 362 миллионов рублей. В этой связи хотел бы сказать о том, что заданные параметры, целевые значения были достигнуты полностью. Средняя заработная плата в системе здравоохранения по направлению, по позиции врачей сегодня в стране составляет 23 тысячи рублей. Средняя заработная плата педагогических работников в стране составляет 17 тысяч рублей. Эти параметры были заданы в 2020 году, они были достигнуты. Я, забегая вперед, хотел бы отметить, что подобное будет происходить и в текущем году, и в 2022. То есть повышение заработной платы или индексация размера будет происходить вот еще на последующие, текущий и следующий год. Несомненно, еще положительной стороной при исполнении бюджета явилась и возможность по повышению денежного довольствия работникам органов внутренних дел и увеличение финансового обеспечения, на увеличение материального стимулирования. На эти цели было направлено, соответственно, 86 миллионов рублей на повышение денежного довольствия и 82 миллиона рублей было направлено на материально-техническое обеспечение Министерства внутренних дел. Соответственно, аналогичная ситуация в текущем году. Повышенная заработная плата остается и на уровне 2021 года, и последующие годы. Да, это и не единовременное повышение. Сколько процентов повышения заработной платы сотрудников внутренних дел? На сколько процентов? Все зависит от должности, от звания, но в среднем от 30 до 60% идет повышение. Особенностью бюджета 2020 года явилось мероприятие по масштабному освоению средств инвестиционной программы, которые составили по году 1 миллиард 450 миллионов рублей. Под финансирование было взято 59 мероприятий инвестиционной программы. На мой взгляд, это достаточно высокий уровень освоения средств. Прохождение бюджетных средств характеризовалось непосредственно ускорением для того, чтобы средства находились быстрее в экономике. Международные обязательства по погашению части суммы основного долга и обслуживания этого долга в 2020 году по железнодорожному экспортному кредиту страна погасила своевременно и в полном объеме. Сумма на эти цели была направлена 134 миллиона рублей. Учитывая приоритетность расходов бюджета, в целом на систему здравоохранения было направлено в 2020 году 1 миллиард 100 миллионов рублей. Отдельными приоритетными расходами явились расходы на защиту населения от ковид. Как было уже отмечено предыдущими докладчиками, на эти цели из бюджета было направлено более 250 миллионов рублей. Некоторые из них я озвучу. Наверное, самые масштабные – это 56 миллионов рублей на выплату доплат работникам системы здравоохранения, занятых в борьбе с коронавирусной инфекцией. 176 миллионов рублей было направлено на приобретение медикаментов, медицинского инструментария, медоборудования, в том числе в рамках реализации поручений президента по увеличению коечного фонда и приобретения необходимого медицинского оборудования. Несмотря на достаточно сложный бюджетный год, в 2020 году все-таки удалось реализовать с учетом мер ограничительных отдельные мероприятия в сфере культуры.
Вот, их было проведено 11 на общую сумму 6,2 миллиона рублей. И в сфере физической культуры 19 мероприятий на общий объем 17 миллионов рублей. В 2020 году был проведен чемпионат Абхазии по футболу, а он не проводился в 2019 году, да? Он не проводился, он последние годы не проводился. Причины, наверное, объективные в этом смысле, но в 2020 году он был проведен. Финансовое обеспечение осуществлялось за счет ваших отдельных поручений. Еще хотел бы сделать сообщение о том, что важное значение бюджетной системы, в данном случае республиканский уровень ее, обращает внимание на совершенствование межбюджетных отношений и в целях мер по сбалансированности местных бюджетов. В 2020 году в нашей территории было направлено 982 миллиона рублей. Я говорю о таких цифрах, хочу остановиться отдельно на них, потому что это беспрецедентные объемы направления средств в качестве межбюджетных трансфертов, которые позволили своевременно в полном объеме обеспечить все социально значимые обязательства в районах, разумеется, и эти обязательства были по всей стране обеспечены финансированием. Такие масштабные трансферты позволили привести к таким показателям исполнения бюджета, к примеру, Гвальчельского района 111% или 113%, бюджета Сухумского района 111%. Вот. Все остальные бюджеты, соответственно, исходя из тех возможностей, которые поступали в бюджетную систему, могли обеспечивать свои постоянные социально значимые обязательства. Руслан Георгиевич, еще хотел бы обратиться к вам и сказать о текущей ситуации. При подготовке проекта бюджета на 2021 год, несомненно, мы прежде всего основывались на базовых экономических показателях. Но, как показала практика, этого не хватает. Поэтому мы предметно оценили состояние бюджетной системы 2020 года, обратили внимание на уровень администрирования доходов в 2020 году. Ну и, несомненно, один из важных показателей явилась оценка влияния коронавируса на нашу экономику. В этой связи бюджет 2020 года также сохранял приоритетность расходов. Мы обратили внимание, что одной из самых важных задач перед бюджетом должно стоять недопущение снижения доходов граждан и недопущение роста безработицы. Поэтому отдельными бюджетными параметрами в проект бюджета были включены программные мероприятия, в том числе поддержка агропромышленного комплекса, были включены бюджетные ассигнования на поддержку субъектов малого предпринимательства. На наш взгляд, это позволит дать каскадный эффект и другим отраслям экономики, несомненно, туризму, сфере услуг, торговле. Мы активно должны готовиться к наступающему курортному сезону. И взаимосвязь поддержки государства и бизнеса, я так полагал, что оно принесет обязательно эффект. И цели, которые мы перед собой ставим, вот о которых я сказал, задачи и цели, они, возможно, будут достигнуты гораздо быстрее. В прошлом году на основе решений Кабинета министров, принятых актов Кабинета министров, которые составили 378 актов Кабинета министров, в основном которые были направлены на совершенствование законодательства нашей страны, на реализацию мер социально-экономической политики, на мероприятия по поддержке субъектов предпринимательства в условиях эпидемии и многие другие. Именно эти документы дают нам возможность сегодня судить о порядке проведения бюджетных расходов и, в принципе, всей экономической политики нашей страны. Руслан Георгиевич, с учетом опыта прошлого года, с учетом фактического исполнения 2020 года, считаю, что в текущем году приоритетность расходов должна быть сохранена.
по примеру прошлого года. И при подготовке проекта бюджета мы исходили именно из этих соображений. Мы провели инвентаризацию бюджетных расходов, результатом которым явилась оптимизация их расходов. Я подчеркну, что они имели постоянный характер. Мы предложили перенести их на более поздние периоды, объем, который превышает более 100 миллионов рублей. Вот такой подход нам сегодня позволил выходить с такими параметрами и с таким уровнем дефицита. Поэтому, если вы дадите поручение о сохранении режима повышенного внимания к приоритетности расходов, мы его продолжим до, разумеется, полного восстановления, стабилизации экономики в нашей стране. Еще раз, пожалуйста, озвучьте цифры. Исполнение бюджета у нас 93%, я так понимаю, да? По доходам. По доходам, от запланированных 93%. Не добрали мы сколько в абсолютных цифрах? 739 миллионов рублей в бюджетную систему недополучено. Это какие деньги недополучены? Это собственная доходная часть бюджета или то, что мы ожидали получить из Российской Федерации? 739 миллионов рублей характеризуется не поступлением в бюджетную систему, разумеется, собственных доходов. Большая часть, которая составляет налоговые доходы, из которых налог на добавленную стоимость 258 миллионов рублей. Финансовая помощь Российской Федерации в 2020 году прогнозировалась в объеме 4 миллиарда 500 миллионов рублей, которая поступила в полном объеме и своевременно. Что касается приоритетности расходования бюджетных средств как вынужденная мера, мы это будем поддерживать, потому что альтернативы этому подходу нет. Просил бы ваше внимание обратить на следующее. Это касается всех членов правительства. На этом этапе, пока еще бюджет не принят, необходимо работать с парламентом, с тем, чтобы в ближайшее время бюджет все-таки был принят. Это главный финансовый документ года, и совместная работа с парламентом в этом ключе имеет принципиальное значение. У нас есть проблема, и мы решили ее здесь обсудить. О пенсионных выплатах гражданам Республики Абхазия, о порядке выплат российских пенсий гражданам Республики Абхазия. Министр соцобеспечения Аджба, прошу вас. В настоящее время государственная пенсионная система Республики Абхазия, оставшаяся со времен бывшего СССР, устарела и нуждается в необходимости кардинального реформирования. Социальная значимость пенсионной реформы определяется тем, что затрагивает жизненно важные интересы около 48 тысяч граждан Республики Абхазия. Для развития пенсионной системы необходимо принятие пакета законодательных актов. Вы сказали, необходима пенсионная реформа. Значит, вместе с правительством подготовьте пакет предложений, в которых будут и эти законопроекты, возможно, их там не будет, будут какие-то другие. Все ясно. То, что реформа нужна, это понятно. О конкретных проблемах текущих. У нас есть задолженность, у нас были проблемы с выплатами, с физической доставкой пенсий получателям. Сейчас мы обсуждаем такие проблемы. Глобальные вопросы, вопросы реформирования. Все эти вопросы будете обсуждать на уровне правительства, будете готовить предложения. Есть специальная рабочая группа под руководством вице-президента. Процесс назначения Российской Федерации гражданам Российской Федерации пенсии Российской Федерации гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, в связи с тем, что с 1 августа мы перешли на выдачу пенсий и доплат к ним в операционных кассах кредитных учреждений Республики Абхазия лично пенсионеру или его доверенному лицу. Это связано с тем, что представлением гражданами или организациями сведений о смерти, либо представлением недостоверных сведений. Неустановленные лица получали сумму пенсии и доплаты к ним после смерти пенсионера по банковским картам национальной платежной системе.
В выявлении лиц, незаконно получивших суммы пенсии за период после смерти пенсионера и в решении вопроса о возмещении ими ущерба в бюджет Пенсионного фонда России задействована и Генеральная прокуратура Республики Абхазия, однако во многих случаях установить виновных лиц не представляется возможным. Управление Пенсионного фонда России периодически направляет в Министерство информацию о переплатах сумм пенсий и доплат к ним. По состоянию на 1 января 2021 года за период с 2015 года установлено переплат по 70-40 пенсионным делам на общую сумму более 17,5 миллионов рублей. Какие меры можно было бы предпринять, чтобы впредь избежать повторения таких случаев? Проблема эта связана со своевременной регистрацией факта смерти гражданина. Факт смерти гражданина, это, я так понимаю, к этому имеет отношение ЗАГСы, Минюсты. А как эту цепочку увязать, чтобы у нас ничего не выпадало из этой цепочки? Что для этого нужно сделать? Или это невозможно, мы всегда будем рисковать и будем жить с этим? Вот почему вы перестали платить на карточки, что вас вынудило выдавать деньги непосредственно? Именно вот эта причина? Ну, сейчас тоже на карты поступают, но выплата снять в банкоматах не могут граждане. Скажите, вот эти 17 миллионов рублей с 2015 года по 1 января 2021 года незаконно эти деньги получены. В январе этого года, в феврале, сегодня 3, этой проблеме заслон смогли поставить? За период после 1 августа 2020 года, когда выплата уже началась непосредственно пенсионеру или его доверенному лицу, у нас всего один случай установленный в размере одной суммы, одной пенсии, 13 тысяч рублей всего лишь, и при этом доверенное лицо установлено и ведется разъяснительная работа. Представляю вашему вниманию основные причины возникновения отставания от графика выплат пенсии, пособий и доплат, финансируемым Пенсионным фондом Республики Абхазия. Основная причина сложившейся ситуации – это пандемия COVID-19, связанные с ней последствия. Второе – снижение экономической деятельности в стране и позднее начало курортного сезона в 2020 году. Также освобождение целого ряда плательщиков от уплаты налогов, в том числе от страховых взносов в Пенсионный фонд. Также причина закрытия целого ряда в период карантина сфер деятельности в торговле, в развлечении, в сфере услуг. Последствия вышеуказанных факторов привело к тому, что сокращению отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд, что не могло не отразиться на доходную часть бюджета Пенсионного фонда 2020 года. Недопоступило 132 миллиона рублей от юридических лиц. Это, в принципе, примерно та сумма, которая нам и не хватает на финансирование месячной нормы наших выплат. В настоящее время потребность фонда составляет свыше 95 миллионов рублей в месяц. Дотации в 2020 году Пенсионный фонд получил в полном объеме. От республиканского бюджета это 137 миллионов рублей, а также дополнительный трансфер из резервного фонда президента от вас в сумме 30 миллионов рублей. Отставание более чем на месяц связано также и с тем, что в январе месяце наполовину нерабочими днями являлись. Из-за этого у нас в настоящее время, на сегодняшний день, мы сегодня профинансировали Гулюрипшский район, завтра будет профинансирован Гальский район. И получается так, что задолженности за декабрь месяц 2020 года, с завтрашнего дня, ее не будет. Мы уже начнем финансирование за январь месяц 2021 года. Хотелось бы отметить, что в настоящее время у нас распределительная система, и за счет текущих поступлений страховых взносов мы финансируем текущие выплаты. У нас в стране 39 категорий пенсионеров, и из них по возрасту самая основная масса – это 31 627 человек получателей. Вы сколько времени работаете в Пенсионном фонде? Председателем с 2016 года.
С 2016 года. Беслан Парателли, вы сколько лет банком руководите? 6 лет. Аджба, вы в качестве министра сколько лет трудитесь? С 2016 года. Люди вы опытные. А вы не видели, что такая проблема нарастает? Если бы кого-то из вас перевели из отрасли, которая не имеет отношения к этой проблеме, нам нужно полгода, год для того, чтобы вникнуть. Вы разве не знали о том, что подворовывают? Это первое. Второе. Но если проблема обострилась в августе прошлого года, для того, чтобы прийти к тому решению, которое вы сейчас озвучили, о том, чтобы выдавали хотя бы абхазскую часть пенсии, для чего потребовалось вам 6 месяцев? Зачем так много для принятия такого очевидного решения? Никакие нормативные акты по этому поводу вроде бы как принимать не надо, в парламент ходить не надо. Почему с таким решением затягиваем? В чем причина? Формированием расчет заявок у нас занимаются районные отделы социального обеспечения, и мы переводим, финансируем на их счета суммы, которые нам ежемесячно предоставляют расчет заявки. Я хотел бы вас проинформировать. В ваши обязанности входит, безусловно, работать по формированию пенсионного фонда, чтобы эти деньги доставались в нужное время, в обозначенное нашим пенсионерам. Это та отрасль, в которой вы работаете. То, что вы сказали, если это правда, если это можно, скажем так, брать на вооружение, что вы с августа месяца вы думали о таком решении? Почему не сразу такое решение вы вынесли? Это нехорошо. Или ждали, что это в правительстве кто-то примет такое решение. Не хотели брать на себя ответственность, растерялись. Что произошло? В связи с тем, что с российскими деньгами злоупотребления перестали переводить на карту, ясно. Абхазские деньги что не переводили? Будете работать быстро и оперативно, круглосуточно. Особенно, когда возникают проблемные моменты. Будете на себя брать решение этих проблем. Понятно, товарищи министры и руководители? Первые карточки у пенсионеров появились в 2015 году. Это была инициатива Национального банка. Мы тогда приняли решение переводить на карты. Это было очень тяжело. В течение 2 лет с сопротивлением, с непониманием того, что это такое. Тем не менее, мы перевели процесс выдачи пенсии через карточки пенсионерам. И в течение, последних 2 лет ситуация стабилизировалась, люди к этому привыкли, поняли удобства и преимущества. Но дело в том, что в соответствии с законом и по роду деятельности, даже если мы очень хотим, Банк Абхазии тем более и Сбербанк не в состоянии следить за тем, умер клиент банка или не умер. Это невозможная задача, и мы ее решать, даже если очень захотим, не сможем. Вот смотрите, какая ситуация. Клиентами сберегательного банка по получению пенсии является 50 тысяч человек практически, из которых 30 тысяч получают еще и российскую пенсию. Но учитывая, что российская пенсия приходит в определенные даты, 30 тысяч человек, а абхазская пенсия в другие даты, то получается, что в среднем ежемесячно в сберегательном банке получают пенсии от 60 до 70 тысяч человек каждый месяц. То есть это огромное количество людей. И когда приходит пенсия в банк либо из Российской Федерации, либо из пенсионного фонда, задачей банка является своевременно выдать пенсию. То есть операционист банка, сотрудник банка не может знать, умер клиент или не умер, это как бы не его совершенно задача. Поэтому те вопросы, которые стали возникать, связанные с тем, что в результате того, что умер пенсионер и Пенсионный фонд Российской Федерации или Республики Абхазия не был уведомлен о смерти, о факте смерти, и тем не менее продолжал перечислять деньги, задача банка простая: прислали деньги, начислить, на карту, и банк даже не следит за тем, где эта карта находится, у кого находится и что с ней происходит. Дело в том, что в процессе перехода на карты, где-то к середине прошлого года, около 70% пенсионеров получали пенсию через банкоматы по карточкам. Около 30% оставшихся приходили непосредственно в кассу. Когда было принято решение, нам поступило письмо о том, что, нужно
прекратить запрет на выдачу через банкоматы. Для сберегательного банка, для банка это был шок, честно говоря, потому что мы уже перестроились, переформатировались под выдачу пенсий через банкоматы. И если вы помните, в середине прошлого года у нас был практически коллапс, когда образовались колоссальные очереди, ну просто невозможно выдать такое количество пенсий банку. Было принято два решения очень важных. Первое – это срочно увеличить количество людей-операционистов, которые выдают пенсии. И в течение 2 месяцев в сберегательном банке число операционистов, которые занимаются непосредственно пенсионерами, было увеличено в 2 раза. И помимо этого было открыто 4 дополнительных офиса, которые занимаются выдачей пенсии. Это первое направление – увеличить количество людей, кто их обслуживает. И второе направление – значит, был утвержден график с тем, чтобы не образовывались очереди, чтобы процесс шел равномерно. Конечно же, банк заинтересован в том, чтобы всех клиентов перевести на карты, потому что это процесс развития, это усовершенствование технологий, это удобство и самое главное – это сокращение расходов. Хочу вам сказать, что в силу того, что мы вынуждены были обслуживать пенсионеров через кассы, сберегательный банк дополнительно увеличил расходы практически на 25-30 миллионов рублей в прошлом году. Это связано с тем, что дополнительные места, рабочие места, канцелярские расходы, инкассация – это все, безусловно, расходы, но мы об этой стороне вообще не говорим, потому что понимаем, что это важный социальный вопрос и так далее. Теперь к вопросу о том, что вы говорите о переводе пенсионеров на абхазские карты, сберегательный банк с удовольствием это будет делать, потому что это разгрузит кассы. Дело в том, что там получается около 20 тысяч человек не получает российскую пенсию, из 50 это 40% людей. То есть практически 20 тысяч человек уже будут, значит, пользоваться картами и не приходить. И мы, конечно, готовы работать, просто сам банк не может принимать решения, по каким путем выдавать, потому что мы всегда должны ссылаться на какой-то нормативный документ. Выступающие коллеги, и ты выразил свою солидарность, сказали о том, что есть такая возможность абхазские пенсии переводить на карты. Так и хорошо, что такая возможность есть. И я задал уточняющий вопрос, почему такие опытные руководители узнали о том, что такая возможность есть по прошествии 6 месяцев. Это не тот вопрос, не та проблема, вокруг которой можно так долго разговаривать. Просто расслабились до невозможности. Вот что происходит. 4-й вопрос. О состоянии и перспективах развития энергетической отрасли. Проблема незаконной добычи криптовалюты. Докладчик, вице-премьер Росган. В последние годы абхазская энергетика столкнулась с серьезными вызовами. Технический ресурс объектов энергосистемы выработан. Мы ежедневно сталкиваемся с серьезными проблемами по обеспечению электроэнергии населения. Иждивенческий подход к эксплуатации объектов энергосистемы страны за весь военный период, как мы видели, привел к проблемам государственного масштаба. Высокая степень износа электросетевого комплекса и повышенные нагрузки приводят к сбоям в электроснабжении и аварийным ситуациям, значительным потерям электроэнергии. Отсутствие контроля за потреблением электроэнергии, ограниченные финансовыми ресурсами, не позволяют обеспечивать соответствующую эксплуатацию инфраструктуры. Энергетическому комплексу нужна очень серьезная финансовая поддержка. Поэтому необходимо понимать, что правительство во взаимодействии с депутатами парламента при полной поддержке президента должно выработать комплекс мер нормативного характера по привлечению инвестиций в отрасль. В настоящее время правительство работает над решением следующих задач. Первое – это проведение комплексных мероприятий, направленных на снижение уровня рисков возникновения нештатных ситуаций, связанных с выходом из строя объектов энергосистемы республики и частыми авариями. Здесь важно отметить необходимость увеличения мощностей в регионах повышенной нагрузки. Это, конечно, город Сухум и Гагарский район. К сожалению, ряд мероприятий, которые проводился в рамках инвестиционных программ, данный фактор не учитывал. Поэтому нам необходимо во взаимодействии с местными органами управления и энергетиками эту работу проводить. Такие предложения уже были сформулированы. Также
в рамках нахождения здесь российских специалистов-энергетиков в августе-сентябре 2020 года. Очень серьезное внимание уделялось именно этому вопросу. Суммарная стоимость общая работ по снижению уровня аварийности на объектах энергосистемы составляет порядка 4,7 миллиардов рублей. Второе – это совершенствование контроля и учета потребления электроэнергии всеми категориями потребителей путем внедрения автоматизированной системы приборов учета. Такая работа проводилась в 2011-2014 годах, и в этот период было установлено порядка 18 тысяч приборов учета. Как показала практика, данный подход абсолютно обоснован. Об этом свидетельствует статистика снижения потребления с одной стороны и повышения уровня собираемости с другой. Поэтому необходимо принимать оперативное решение по внедрению такой системы учета. И, конечно, главная проблема – это источник финансирования. Объем финансирования на реализацию этой программы составляет минимум 1 миллиард рублей. И в первую очередь данная программа должна быть реализована в городе Сухум. Третье – это утверждение актуального с учетом текущей ситуации плана мероприятий модернизации всей энергосистемы республики. Программа соответствующая была разработана в период 16-18 годы, но с учетом того, какой кризис переживаем мы сегодня, сейчас ведется работа по актуализации этого плана мероприятий, Аслан Георгиевич, и в соответствии с вашим поручением в течение месяца, максимум 2, правительство будет принимать соответствующий план мероприятий по данному вопросу. И, конечно, мы будем с вами потом планировать, каким образом будут привлекаться финансовые ресурсы, за счет каких источников. Одной из главных проблем в энергетической отрасли, помимо технической, это, конечно, тарифная политика. Я хочу отдельно остановиться на этом вопросе. Это очень болезненная тема для нашего общества. К сожалению, государственная система выбраковывала этот процесс при каждом его возникновении на протяжении последних 10 лет. В принципе, опасаясь политической дестабилизации, надо об этом говорить откровенно. Нельзя ведь отрицать очевидно. Это неправильный и неэффективный способ решения вопроса. Если бы все в свое время слышали бы энергетиков, когда они об этом говорили, сегодня такой ситуации у нас, наверное, не было бы. Наша задача – выработать концепцию государственной политики в энергетике. И у нас сегодня уже нет возможности обслуживать, содержать энергосистему, когда мы не в состоянии оплатить даже 1 киловатт. Соответствующее предложение в правительство от Черноморэнерго по поручению премьер-министра уже поступило. В настоящее время он проходит стадию согласования и проработки в Министерстве экономики. Мы, конечно, надеемся на активное участие депутатского корпуса в данном вопросе. И я думаю, что в ближайшее время мы приступим ко всем согласовательным процедурам по ее принятию и, соответственно, реализации. Далее, конечно, хотелось бы коротко остановиться на вопросе, связанном с остановкой Ингургэс. Тоже не буду сейчас говорить много об этом. Очень много информации поступало, в принципе, в средства массовой информации. 20 января, как и планировалось, произошла остановка Ингургэс. В течение 3 месяцев мы проводили переговоры с российской стороной по обеспечению республики в этот период электроэнергии. В соответствии с достигнутыми договоренностями на данный момент электроэнергию мы получаем с Российской Федерации. В этой связи также на этот вопрос очень серьезно сейчас обращено внимание практически всех членов правительства и депутатского корпуса, безусловно, энергетиков тоже. Это ремонт ВЛ Чквара. Мы сейчас проводим консультации с российской стороной по определению возможных источников финансирования. Я вас информировала, что в конце недели нам предстоит провести переговоры в Министерстве энергетики и в Министерстве Российской Федерации по решению данного вопроса. О результатах будем информировать. Теперь я хотела бы коснуться самой злободневной темы на сегодняшний день. Это, конечно, вопрос, связанный с добычей криптовалют и мерах, которые сейчас осуществляются правительством при полной поддержке президента Республики Абхазия. В сентябре 2020 года правительство своим постановлением номер 105 от 21 сентября 2020 года установило требования к уполномоченным органам государственного управления и компании Черноморэнерго по выполнению комплекса мероприятий с целью регулирования данного процесса, отсутствие которого на протяжении последних лет спровоцировало бесконтрольное подключение к энергосистеме и нерегулируемый рост потребления. Постановление правительства предусматривало следующее. Я прошу очень серьезно отнестись к тому, что я буду говорить, потому что у меня, к сожалению, складывается мнение, что некоторые политические деятели, возможно, просто не читали этот документ, поэтому я думаю, здесь важно отметить основное его содержание.
Значит, постановление правительства предусматривало следующее. Запрет на ввоз оборудования для майнинга криптовалюты. Хочу отметить, что в течение 3 лет запрета не существовало, и это оборудование ввозилось открытым способом. Разработку законопроекта, определяющего отнесение деятельности, связанной с добычей криптовалюты, к лицензируемым видам деятельности и порядок и условия данного вида деятельности. Законопроект Министерством экономики был представлен в правительство, однако в связи с тем, что мы ожидали и дефицит, и переток, соответственно, мы пока его в парламент и в администрацию президента не вносили. Далее был определен временный порядок регулирования. Говорю временный, потому что в отсутствии закона он не может быть постоянным, который предусматривал наличие правового статуса, механизма легализации оборудования, выполнения предписаний для получения технических условий, оплату стоимости за подключение и только после этого заключения договора, только при наличии, обращаю внимание, энергетических возможностей. Кроме того, типовой договор предусматривал следующее: отключение майнинговых ферм в период дефицита либо перетока, в случае, если правительство такое решение будет принимать. Для справки хочу сказать, что исходя из официальной статистики по ввозу оборудования, только 30% пришли и заявили о том, что они в наличии у людей имеются. Далее. Основным требованием для данного вида деятельности Кабинет министров установил, что единый оператор передающих и распределительных сетей, соответственно Черноморэнерго, должен определить по согласованию с Министерством экономики параметры допустимой мощности потребления электроэнергии с ограничением общего лимита на операции, связанные с добычей криптовалют. Только после этого решения, соответственно, данный вид деятельности мог бы, в принципе, быть уже реализован. Однако объем допустимой мощности в этот период не был установлен по причине подготовки к зимнему периоду и фактическому росту потребления, а также предстоящему с декабря 2020 года по май 2021 года перетоку из Российской Федерации. Введение временных ограничений было предусмотрено соответствующим постановлением правительства номер 106 об утверждении тарифов в сфере энергетики. Хочу сказать, что в тот период, когда решение правительства по данному виду деятельности принималось, этот пакет состоял из 3 постановлений правительства для того, чтобы они максимально учитывали интересы государства. Прошу прощения за тавтологию, но вынуждена процитировать данную норму. Так вот, данное постановление предусматривало в целях реализации мер, направленных на эффективное, рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия в отношении потребителей, занимающихся добычей криптовалюты, Кабинет министров будет вводить ограничения в случае перетока электроэнергии из Российской Федерации, а также в связи с возникновением дефицита. Соответственно, предусматривалось 2 вида регулирования. Первое – это введение ограничений на потребление в соответствующий период. И второе – соответственно, повышенный тариф на использование электроэнергии, эквивалентной стоимости за последние 3 года осуществления перетока за 1 киловатт, но не менее 2 рублей 90 копеек. Соответственно, действия логики ранее принятых решений Кабинет министров 8 декабря 2020 года на фоне предстоящего перетока из Российской Федерации и фактического дефицита электроэнергии воспользовался своим правом и ввел ограничение сроком до 1 июня текущего года. Почему срок 1 июня текущего года? Потому что завершение всех работ на Ингургэс ожидается в мае текущего года. Соответственно, мы взяли небольшой временной коридор, чтобы не подвергать риску, и установили ограничения до 1 июня 2021 года. Учитывая отсутствие утвержденных параметров допустимой мощности на потребление электроэнергии с целью добычи криптовалюты и введения ограничений в связи с дефицитом и перетоком из Российской Федерации, с 2020 года Кабинет министров ввел запрет на размещение и хранение на территориях объектов центральных и местных органов управления, республиканских и местных государственных предприятий, государственных учреждений, размещение объектов и оборудования для добычи криптовалюты.
С октября 2020 года хочу коротко рассказать о том, какие мероприятия проводились по недопущению незаконной деятельности. С октября 2020 года при участии сотрудников Министерства внутренних дел, СГБ, Черноморэнерго, Энергонадзора в рамках госстандарта проводится работа по недопущению незаконного использования электроэнергии с целью добычи криптовалюты. В результате таких действий в пиковые нагрузки в ноябре в течение недели удалось сократить потребление электроэнергии в среднем на 60 мегаватт и с помощью операторов связи существенно снизить нагрузки в конце декабря и в начале января 2021 года. С 20 января текущего года по поручению президента Абхазии в районах республики сформированы штабы под руководством глав администрации при участии сотрудников Министерства внутренних дел, главной целью которых является снижение суточного объема потребления за счет выявления и отключения незаконно действующих объектов по добыче криптовалюты. В результате работы всех ведомств и безусловном участии глав администрации за 12 дней было снижено энергопотребление в среднем на 83 мегаватта. Суточный объем сократился на 2 миллиона киловатт-часов. Соответственно, в среднем с 11, это был, кстати говоря, самый пиковый уровень нагрузки, он составлял 11 миллионов киловатт-часов. В сутки на данный момент он снижен в среднем до 9 миллионов киловатт-часов в сутки. Но, уважаемый президент, коллеги, в данном случае, конечно, наблюдается волатильность показателей суточного потребления, поэтому работу штабов и непосредственное участие руководителей на местах необходимо продолжить, потому что она эффективна. Такая тенденция наблюдалась и в ноябре, декабре 2020 года, когда на фоне оперативных действий сотрудников Министерства внутренних дел и службы госбезопасности нагрузка резко снижалась, но по факту послабления она, естественно, росла. То есть, с учетом того, что я сейчас сказала, и если ориентироваться на показатели последних 2 лет, то средний суточный объем потребления в февраля месяце должен составлять не более 8 миллионов киловатт-часов на все регионы. Соответственно, вот именно к этой цифре мы с вами должны стремиться. Поэтому, я думаю, сейчас необходимо будет Черноморэнерго совместно с главами администрации понять, какой из удельного веса общей стоимости должен относиться к каждому району. Распределение данного объема по разбивке, я думаю, вы подготовите, Черноморэнерго все-таки подготовит. Далее, но это уже, наверное, не новость, президент Республики Абхазия направил по инициативе правительства законопроекты об ужесточении мер ответственности за незаконное подключение к сетям единого оператора сетей и, соответственно, незаконное потребление электроэнергии. Вопрос к вам и поручение тоже будет в ваш адрес. Структурное подразделение или подведомственное подразделение ваше Черноморэнерго. Я думаю, что вы работаете слаженно и понимаете друг друга. А вопрос такой. Какое количество юридических и физических лиц получили технические условия на подключение электрических мощностей? Сколько таких фирм? Насколько мне известно, по-моему, только одному было выдано соответствующее техническое условие. То есть, предвосхищая, в принципе, развитие событий, необходимо сделать акцент на то, что никто никому не давал права заниматься этим видом деятельности без соблюдения соответствующих условий, требований и правил, которые определены соответствующими документами. Мы пытаемся идти по правовому пути, да? Поэтому не исключено, что будут какие-то иски. Будут люди обращаться в суд. И если постановление, которое принято Кабинетом министров, не учло в этом постановлении, если не учтены все аспекты, то это может иметь финансовые последствия. И это справедливая постановка вопроса. Следующий вопрос у меня такой. Какое количество дел об административных правонарушениях заведено за незаконное подключение и так далее? По закону мы эти акты должны передать непосредственно нарушителю. Он должен, скажем так, прекратить нарушение. В случае, если он не выполняет требования, которые мы предъявляем, мы имеем право лишь его
Куда вы этот документ отправляете? Кому? Что с этим документом происходит? Мы составляем это так, прорабатываем его с нарушителем, в случае злостных нарушений мы его переправляем в форму энергонадзора. Сколько таких актов вы перенаправили в энергонадзор? К сожалению, статистика за прошлый год не точная, она не велась. С начала этого года более 200 актов было составлено. Какие меры были приняты? Сколько дел об административных правонарушениях заведено в наших судах? Да, мы совместно с представителями Черноморэнерго выезжаем на мероприятия по отключению незаконных абонентов от сети операторов. Совместно с силовыми структурами, но законодательство о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей гласит, что при плановой или внеплановой проверке должно выписываться распоряжение. Когда мы с представителями силовых структур выезжали, наши инспектора не знали, в какой район едут, по какому адресу. И на тот момент писать и протоколы, и постановление наложения штрафов не имелось возможности. Эту работу берете на контроль, доводите все до логического конца, стыкуете все узлы и агрегаты, чтобы механизм работал до понедельника, чтобы я все знал, что там у них, почему актов нет. Это попахивает сговором. Это так называется на языке специалистов. Решения приняты по некоторым руководителям. По какому количеству? Назовите фамилии, кто такие? Решение приняты, снялись главных ФРС руководства, Братского района, Чудского района и Суховского района. Работу будете продолжать в таком же режиме. На следующей неделе глава администрации и ее премьера выезжали в район. На следующей неделе надо поехать. Базар Зуравович, вам, Беслан Цыбович, вы. Район выберете сами, проедете неожиданно. Посмотрите, что там делается. И так до тех пор, пока эта тенденция не станет закономерностью. Переходим к следующему вопросу. О ходе реализации инвестпрограммы «Содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия» на 2020-2022 годы. Как вы знаете, в 2020 году мы реализовывали две инвестиционные программы. Это инвестиционная программа периода 2017-2019 года с остатком финансирования порядка 600 миллионов. И, соответственно, реализация новой программы 2022 в период 2020 год с лимитом финансирования 1,5 миллиардов рублей. В 2020 году в соответствии с решением сопредседателей Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству 18 декабря 2020 года был сокращен лимит финансирования на 190 миллионов рублей. Почему обращаю внимание? Потому что я озвучила, что изначальный лимит был в объеме 1,5 миллиарда рублей. Но нам предстояло освоить 1,3 миллиарда рублей по этой программе в связи с тем, что 190 миллионов рублей были направлены в соответствии с этим решением на компенсацию затрат в сумме 190 миллионов рублей на оплату долга за переток, который осуществлялся в 2019 году. Соответственно, коротко, к реализации данных мероприятий фактически абхазская сторона приступила в мае месяце, как вы знаете, в силу определенных обстоятельств. В мае месяце было подписано решение сопредседателей, которым абхазской стороне было предъявлено требование о необходимости проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации в Российской Федерации со сроком до 30 июня 2020 года. Соответственно, управлением капитального строительства была проведена необходимая работа, и мы данное требование российской стороны выполнили в установленный срок. На основании уже имеющихся положительных заключений правительство приступило к реализации инвестпрограммы, соответственно, уже во втором полугодии. По 35 мероприятиям были заключены государственные контракты в конце июля 2020 года. Финансирование было открыто в августе 2020 года, в том числе по 6 объектам в конце октября, по 1 в декабре. То есть с момента открытия финансирования за 4 месяца объем освоения лимита 2020 года составил 1 миллиард рублей или 77% от годового лимита. Соответственно, на 1 января 2021 года суммарный остаток неосвоенных средств по инвестпрограмме 2020 года составляет всего 298 миллионов рублей. Сразу я не оправдываюсь, но хочу обосновать данный остаток абсолютно уверенно.
Значит, из чего он состоит и почему мы допустили такой остаток? 90 миллионов рублей – это 2 мероприятия, в том числе 40 миллионов рублей – это аванс на финансирование проектно-изыскательских работ и подготовка сметной документации по строительству пенитенциарного учреждения, тюрьмы, соответственно. И второй – это была исключительная инициатива абхазской стороны. Мы в конце года обратились к коллегам в Российскую Федерацию для того, чтобы сдвинуть сроки реализации мероприятий по реконструкции Дзыбской подстанции. Понятно, в силу каких причин мы старались ускорить этот процесс, для того, чтобы оплатить стоимость контракта по поставке оборудования, так как срок его изготовления составляет более 6 месяцев, чтобы не терять время на подготовительный период в начале года. Нас российская сторона поддержала, и мы, соответственно, выплатили часть аванса в конце 2020 года. Остальная сумма, она в принципе не могла быть освоена и перешла на 2021 год. На сумму 100 миллионов рублей на данный момент находятся заявки на финансирование, но учитывая то, что сейчас в Российской Федерации в соответствующем ведомстве произошли кадровые изменения, мы ждем согласования этих заявок. Ну, соответственно, остаток к освоению составляет 100 миллионов рублей. Далее, инвестпрограмма 17-19. Проблемная, конечно, ситуация. Мы о ней много говорили, освещали в прессе. Переходящий остаток составлял порядка 600 миллионов рублей. Из них на сегодняшний день освоена большая часть. Переходящий остаток на 1 января 2021 года составляет 232 миллиона рублей. Объясню почему. Среди них такие проблемные объекты, как Творчальская ЦРБ и ряд других вопросов, по которым было очень много недоработок и несоответствий, которые нам приходилось устранять уже в процессе реализации на завершающем этапе. Таким образом, нами, к сожалению, я вынуждена констатировать, что все-таки допущен остаток, несмотря на объективные обстоятельства, который будет освоен в первом квартале. Почему я акцентирую внимание на остатках? Потому что, значит, в связи с тем, что, к сожалению, абхазской стороной допускались очень значительные остатки, переходящие в связи с нереализацией обязательств, либо по подготовке проектно-сметной документации, либо по неосвоению средств по конкретным контрактам, значит, соответствующим протоколом межправкомиссии, значит, установлено требование такое для абхазской стороны, что в случае, если будут числиться остатки, а российская сторона имеет право их сократить на 50%. Более того, любое наше обращение об оказании финансовой помощи всегда будет опираться на наличие возможности использования на эти цели тех средств, которые мы не смогли освоить в рамках инвестпрограммы. Поэтому мы достаточно серьезно к этому вопросу относимся и понимаем, что не должны допускать таких рисков исключения этих средств из инвестпрограммы. То, о чем говорит вице-премьер, очень важно. На эти деньги строятся школы, больницы и другие социальные объекты. И, как правило, это все в районах и на местах. И положение дел, связанное с реализацией инвестпрограммы, каждый из вас должен знать на 4, а то и на 5 баллов. Это ключевая составляющая нашей совместной работы. Поэтому цифры, вникайте. Инвестпрограмма реализуется во всех районах Абхазии. Больше 1 миллиарда рублей в Гагре. От того, как главы районов и городов будут оказывать содействие, следующее распределение напрямую от этого будет зависеть. Имейте это в виду. Теперь коротко о подготовительном процессе к реализации инвестпрограммы 2021 года. На данном этапе управлением капитального строительства проведена практически вся необходимая работа по подготовке проектно-сметной документации. Из 33 необходимых, значит, государственных экспертиз получено 26, а остальные в стадии завершения в течение февраля будут получены, и мы приступим к реализации мероприятий. В принципе, Аслан Георгиевич в своем недавнем интервью на абхазском телевидении очень предметно коснулся этой тематики. Дам вам небольшую краткую справочку о том, что и как происходило, и что на сегодняшний день у нас фактически происходит.
Ну, в целях поддержки развития реального сектора экономики Республики Абхазия в 2016-2019 годах ведущими российскими финансовыми институтами при поддержке руководства Российской Федерации осуществлялось льготное кредитование проектов в сфере агропромышленного комплекса и туристической индустрии на общую сумму, фактически я говорю, 1,1 миллиард рублей. Министерство экономики Республики Абхазия на тот период при операционном участии Инвестиционного агентства Российской Федерации приступило к реализации мероприятий. Соответственно, был сформирован реестр инвестиционных проектов, утвержденный премьер-министром и направлен российской стороне в соответствующее агентство. Планируемый объем, как я и говорила, составлял 1,1 миллиард рублей, направлено более 40 проектов. Отбор проектов проводился рабочей группой под руководством Министерства экономики. Критерии отбора и финансирования агентством инвестиционных проектов не были четко определены, и условия кредитных обязательств, к сожалению, были нечетко отработаны, поэтому возникло очень множество проблем. Кроме того, механизм контроля финансового исполнения этих программ и проектов на тот момент отсутствовал. То есть фактически отсутствовал документ, определяющий порядок и условия взаимодействия сторон по реализации и по контролю за реализацией этих проектов. И в итоге, учитывая такую схему, из 40 проектов, направленных абхазской стороной в агентство, одобрено было 10, профинансировано 7 на сумму 1,1 миллиард рублей. Ставка для всех была 10%. И, к сожалению, сроки возврата у многих предприятий истекают уже в 2021-2022 году. На данный момент, конечно, уже сформирована консолидированная задолженность в объеме финансирования, соответственно, этих же кредитов, и значительная сумма по обслуживанию, соответственно, проценты. На данный момент практически не обслуживаются кредиты, потому что ни один проект не введен в проектную мощность. Справедливости ради надо сказать, что что касается объектов туристической сферы, реально объекты есть, просто они не завершены. Там разная степень готовности, где-то 90, где-то 60, где-то 80. И, в принципе, эти проекты, конечно, нужно реализовывать. Что касается агропромышленного комплекса, тут мой коллега, вице-премьер-министр сельского хозяйства, наверное, коротко скажет, что он по этому поводу думает. Там, конечно, ситуация весьма плачевная. Что в итоге, чтобы не быть совсем пессимистичной, на основании, Аслан Георгиевич, вашего поручения и результатов проведенных вами переговоров в Российской Федерации у нас есть шанс, соответственно, продолжать реализацию данной программы с более существенными объемами финансирования. Но, вы уже это говорили, есть одно существенное условие. Мы должны разобраться со старой историей. В течение 2 месяцев, ноябрь-декабрь, Министерство экономики Абхазии совместно с Минэкономразвития России проводило очень серьезные консультации по данному вопросу. Хочу отметить, что наши позиции в этом вопросе, в принципе, одинаковые. Мы свою позицию в виде официального обращения уже направили в Минэкономразвитие. Мы будем все-таки предлагать завершить те объекты, которые имеют право на жизнь. Соответственно, по другим, наверное, возникнут проблемы иного характера, и, соответственно, к этому люди должны быть готовы. Я вас информировала, на следующей неделе, предположительно, в начале недели, возможно, состоится совещание на площадке Минэкономразвития при участии Минэкономики Абхазии, банков и заемщиков для выработки предложений и стратегий дальнейшего решения вопроса. В принципе, мы понимаем, что будем делать, я вас информировала, поэтому, надеюсь, мы получим результат. Соответственно, вторым этапом мы сейчас уже работаем над проектом документа, который будет определять порядок взаимодействия российской и абхазской стороны по реализации данного проекта. Он, безусловно, должен учитывать те недочеты, которые, к сожалению, сегодня имеют место быть. Это коротко по системе льготного кредитования. Еще раз надо посмотреть, и мы должны оказать максимальное содействие всем проектам, которые можно реанимировать.
Еще 3 небольшие справочки. Аслан Георгиевич, по вашему поручению нужно проинформировать, наверное, коллег о реализации других проектов, связанных в том числе аэропорт, газификация и реконструкция старого моста на реке Псол. Что касается аэропорта, достаточно серьезно информировалась, общественность о том, что президент Абхазии инициировал данный вопрос, и он был поддержан российской стороной. После были проведены встречи в Министерстве транспорта, в Росавиации. На данный момент, Аслан Георгиевич, уже проведены 3 рабочих совещания на площадке Росавиации Российской Федерации. Определен состав участников российской группы, определены участники абхазской группы, конечно, туда будут входить, соответственно, специалисты аэропорта. Приняты следующие организационные вопросы. В данный момент абхазская сторона направила пакет существующих нормативно-правовых и законодательных актов, которые регулируют данное направление. К сожалению, их очень мало. Нам необходимо будет, соответственно, готовиться к принятию пакетных документов по данному направлению. Российские коллеги, конечно, нам в этом вопросе помогут. Второе – это юридический, организационно-правовой статус имущественного комплекса аэропорта города Сухум со всеми вытекающими последствиями. То есть это документы права собственности на объект, акты пользования землей. Мы, соответственно, данную работу с Госкомитетом по имуществу проводим, и мы предварительные материалы уже российской стороне направили. Необходимо будет привести эти документы в соответствующий вид для того, чтобы дальше можно было принимать решение. Третье. Российская сторона рекомендовала нам, мы это очень серьезно обсуждали, об оказании поддержки в подготовке специалистов. Мы сейчас с Вячеславом Ахметовичем прорабатываем именно те специальности на первом этапе, которые может, в принципе, предложить абхазская сторона для обучения именно наших специалистов. Соответственно, мы уже разместили информацию о том, что будет производиться набор. Такой список мы должны направить в ближайшее время. О результатах я вам доложу. В целях ускорения процесса и того, чтобы мы не допускали снижения темпов, принято решение, что рабочие совещания абхазских и российских участников рабочей группы будут происходить раз в 2 недели в Москве. Что касается газификации, это также проект, который был инициирован президентом, тоже был поддержан российской стороной. В настоящее время ведутся консультации по реализации данного проекта. Что он должен предусматривать? Первое – это, конечно, разработка генеральной схемы газификации Республики Абхазия. Мы совместно с Министерством энергетики Российской Федерации, Минэкономразвития проводим согласовательные процедуры по решению данного вопроса. Вероятнее всего, исполнителем данного мероприятия будет «Газпром». В конце этой недели планируется совещание. По результатам, конечно, будет ясно. Процесс идет. После того, как будет принято решение и приняты необходимые распорядительные документы по определению источника финансирования и сроков реализации проекта, соответственно, мы приступим к второй стадии проекта. Это подготовка соглашения о реализации проекта и, соответственно, того, что будет предусматривать в качестве обязательства и требований двух сторон. Теперь третий вопрос, это касается вашего обращения к президенту Российской Федерации по поводу возможного решения по реконструкции старого моста на реке Псол. Коллеги, наверное, знают и помнят, что в рамках соответствующего соглашения, подписанного в 2010 году, был построен новый мост, были созданы соответствующие условия по переходу госграницы. Но, как говорится, жизнь двигается, и по большому счету на сегодняшний день и сезон цитрусов этого года показал, что все-таки и в летний период особенно все-таки пропускная способность действующего пограничного перехода, конечно, не учитывает тенденции к росту. Поэтому
Значит, данная инициатива была поддержана. Российские коллеги значит, предложили нам два варианта решения вопроса. Аслан Георгиевич, по, соответственно, вашей позиции мы остановились на том варианте, который предусматривает не только реконструкцию моста, потому что это, в принципе, будет новый мост, но не решит проблему. А мы, конечно, хотели бы, чтобы он рассматривался в комплексе и позволил расширить возможности пограничного перехода значит, на реке Псол. На данный момент Минтранс ждет от нас обращение, оно уже подготовлено, значит, оно было предварительно согласовано с профильной структурой, по которой мы с вами говорили. Значит, данное обращение, я просто вас проинформирую, если вы согласовываете, значит, мы его отправляем и приступаем совместно к разработке плана мероприятий, который будет включать. Российская сторона будет делать проектно-сметную документацию, а абхазская сторона будет формировать потребности. А предварительная работа нами уже проведена совместно со службой государственной безопасности, они нам соответствующую информацию по возможной перспективе роста количества грузов и людей, пересекающих границу. Соответственно, данная информация уже им направлена, поэтому ждем разрешения ситуации. Уважаемый президент, вице-президент, коллеги, исходя из вашего поручения, Аслан Георгиевич, на встрече с министром сельского хозяйства России и поручение министра сельского хозяйства России своему заместителю была делегация здесь, которая приезжала, изучала эти объекты, которые озвучила Кристина Константиновна. Они представляют собой это производство в конечном итоге, которое разного вида направления, и поэтому нам было легко готовить информацию, правдивую информацию совместно с Министерством экономики, и буквально сегодня мы по линии Министерства сельского хозяйства отправили эту информацию, которую она озвучивала. То есть это цифры, которые были освоены, и сегодняшнее состояние. Да, конечно, как было сказано, это плачевное состояние, но не настолько, чтобы их нельзя было реанимировать. То есть руководство Министерства сельского хозяйства в лице министра и непосредственно первого заместителя, они заинтересованы эту информацию предоставить именно в Россельхозбанк, который финансировал эти проекты, и готовы по нашим рекомендациям и ихним, они это изучали, в дальнейшем дофинансировать. Эти же три объекта, это Кындыгагра, да, где было профинансировано 340 миллионов, из них заемные были 250 и 90 это были собственные средства. Объект сегодня работает, он в силу каких-то ошибок, которые не по их вине, а по вине тех, кто устанавливал им оборудование Израиля. Это подтверждают и наши коллеги-специалисты из Министерства сельского хозяйства России. То есть сегодня они каким-то образом претерпевают некоторые изменения, но тем не менее к ним подключили именно типичного рода тепличное хозяйство, которое в Ставрополе, и они им оказывают и финансовую поддержку, и в плане, самое главное специалистов. Но объект работает, он выращивает огурцы, объемы, если они должны были получать до 40-50 тысяч тонн, то они сегодня получают из-за того, что неправильная технология была, то есть с одного корня вместо 300-400 килограмм получают 150 килограмм. То есть, тем не менее, они хотят поменять уже полностью специфику, и это уже займет и средства, и время. То есть они сегодня будут менять часть подкормки, то есть то, что было, если так подробно говорить. Но объект они воспринимают как положительный. Тем не менее, специалисты из России как положительный объект, который действует. Другой объект это в Араду, это по производству джемов. То же самая ситуация. Абхазские сады, да. Там немного ситуация другая, но тем не менее это тоже подлежит реанимации после отдельной реструктуризации. Но там небольшие средства, объект практически линия, и все остальное готово. Другое дело, что это вот по производству колбасных изделий в Грибском районе, это зарубеж комплект. Там производство колбасных изделий рассчитано, и там финансировано было на сумму 55 миллионов 400 тысяч рублей. Заемные были 49 850, собственных 5 миллионов 550. То есть сегодня они задолженность в процентном отношении, то есть без дела самого кредита, составляет 12 миллионов 442 тысячи рублей. То есть это объект, который с 2020 года, с середины 2020 года не работает.
они ссылаются на то, что нет сбыта, и учредители дальше не софинансировали, хотя они использовали всю сумму кредита. То есть объект стоит, здание стоит, линия стоит, они работали, они производили продукцию, но на сегодняшний день в силу обстоятельств из-за сбыта не работают. Второе поручение – это создание оптимальных условий на границе по реке Псо для экспорта сельхозпродукции. В начале сезона 2020-2021 года по вашему поручению несколько встреч мы провели с теми, кто участвует в этой деятельности. Это те службы, которые присутствуют на границе, и предприниматели, занимающиеся именно экспортом сельхозпродукции. Но мы смогли, Александр Георгиевич, выполнить то поручение, которое было одним из тех, чтобы 12 рублей или 11 рублей за перевоз сельхозпродукции, именно мандарины через границу ПСО, довести до 6 рублей. Это было сделано с тем образом, что мы оптимизировали службы, которые находились на границе, то есть те службы, только те, которые связаны со своими коллегами на российской стороне и без документации которых не могут сопровождать груз. Эти службы были именно приведены в такое несение своей службы, что они смогли с коллегами довести именно до 6 рублей. То есть наши предприниматели, занимающиеся перевозкой сельхозпродукции, закупом у населения, они платили всего лишь 6 рублей за все это время. То есть 53 тысячи тонн мандарин, которые были перевезены на сторону России, за него было получено за каждый килограмм 6 рублей. То есть из этих 12, которые платили сельдя, то крестьянам нашим досталось более 300 рублей из тех сумм, которые они продают. 53 тысячи тонн, если вывезено было и продали, если эта перевалка обходилась раньше в 12 рублей, сегодня она обошлась не более 6 рублей, это означает, что мы умножаем на 6 рублей, более 300 миллионов рублей осталось в семьях, кто выращивает мандарины. Что в современном мире невозможно развиваться, не имея ориентиров. Экономическое развитие – это совокупность планов, целей и методов их достижения. В связи с этим была создана рабочая группа моим решением по подготовке предложений по определению приоритетных направлений экономической политики Республики Абхазия. Рабочей группой руководит вице-президент Бадыр Зурабович. Он коротко расскажет об этом, а потом с определенной регулярностью вы будете получать информацию, чем занимается рабочая группа и какие предложения они актуализируют. Люди, которые задействованы в этой рабочей группе, руководители, должны подойти к этой работе ответственно и проявить свои лучшие профессиональные качества. Уважаемый Руслан Георгиевич, уважаемые коллеги, составив данные рабочей группы вошли как руководители уполномоченных органов госуправления в области экономики, банковской сферы, представители бизнес-сообщества, эксперты и специалисты в области экономики, как из Абхазии, так и приглашенные специалисты извне. Значит, в рамках данной группы планируется базовыми документами использовать те программы развития, которые были разработаны несколько лет тому назад. Я хотел бы сослаться на некоторые из них. Это в том числе такие программы, как 25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года, разработанные при поддержке финансовой, в том числе московской абхазской диаспоры. Такие документы, как стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года, разработанная Центром стратегических исследований, и ряд других программ, которые лягут за основу работы данной рабочей группы. Я бы хотел отметить, что на все эти программы были затрачены немалые финансовые средства. Над этими программами работали колоссальное количество специалистов, профессионалов в разные области, и труды такого рода мы, несомненно, должны использовать в нашей работе. Что касается о конкретных направлениях в рамках нашей рабочей группы, я рассчитываю на то, что рабочая группа представит свои предложения
по реформированию таких направлений, как банковская сфера, денежное обращение, реформирование налоговой системы, значит, создание наиболее приемлемых условий для благоприятного привлечения инвестиций и сохранения, в том числе. Также необходимо будет разработать предложения по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и ряд других направлений, которые, несомненно, могли бы очень полезно отразиться в целом на структуре нашей экономики. Что касается непосредственно самой работы, Ислам Георгиевич, мы запланировали первое заседание рабочей группы уже в текущем месяце, в феврале месяце. О ходе выработанных предложений и непосредственно о самой работе мы будем вас информировать в полном объеме. И последнее, что хотел бы отметить, уважаемые коллеги, воспользуясь тем, что сегодня мы в таком составе, прошу вас реагировать на все те запросы, которые поступают от данной рабочей группы, реагировать оперативно и в полном объеме. Это, несомненно, отразится на результатах данной рабочей группы. Очень важно для того, чтобы двигаться правильно, иметь достоверные данные. Я неоднократно общался с руководителем Госстата нашего, и следующее наше заседание мы должны изучить вопросы, та проблематика, которая имеется в этом вопросе, с тем, чтобы была единая, слаженная работа, с тем, чтобы у нас была объективная информация о том, что происходит и в экономике, и в других отраслях. На этом мы завершаем работу. Благодарю за внимание.